Здесь каждый занят своим делом, словно рабочие пчелки, слаженно и без накладок. Если одни заняты возведением основания, то другие, к примеру, Мухаммедхан Агурчиев, доставляют грузы до самого места строительства. Опытный крановщик с 15-летним стажем. Без него здесь не обходится ни один процесс. Поэтому на стройке нового корпуса Дома ветеранов он с самого первого дня. Работа у нас движется нормально, на мой взгляд. Главное – бдительность. Как цепляет груз, безопасность рабочих – это главное. И таких, как Мухаммедхан, здесь около 20 человек и несколько десятков единиц техники. К слову, возводить новый корпус социально-оздоровительного комплекса начали с апреля текущего года. За этот срок сделано не так много. Однако закладка основания – самый главный этап при строительстве любого объекта. Поэтому делают его капитально, чтобы здание было на века. На данном этапе мы завершили полностью подготовку основания под здание. По этому основанию уже замоноличена плита объемом 500 кубов. Возведены стены подвала в объеме 630 кубов железобетона. На текущий момент производится армирование плиты перекрытия подвальной части здания. Общая площадь полезной 5500 квадратов. По планам застройщиков, новый корпус оздоровительного центра будет состоять из 5 этажей. Комфортные номера, медицинские кабинеты, 2 лифта, пассажирский и грузовой. За один раз поправить его в стенах свое здоровье смогут 50 человек. На данном этапе работы ведутся в подвальной части здания. Это вот этот вот. В этой части находятся все вспомогательные службы, то есть пищеблока, складские помещения, машины, лифты и сантехнические кабины. На верхних этажах у нас уже идут вот первый этаж. Комнаты отдыхающих с лоджиями. Кабинеты врачебные на всех этажах. Стоит отметить, что санаторий для ветеранов существует уже 10 лет. Красивая природа, чистый воздух, уютные номера, специализированное питание, медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны и бассейн. В оздоровительном центре созданы все условия для комфортного времяпровождения. Однако вся беда в том, что рассчитан он только на 30 мест, при том, что желающих поправить свое здоровье в разы больше. С 2010 года на оздоровление принято 3660 человек. Начиная с 2011 года возник вопрос о том, чтобы увеличить число койко-мест для оздоровления наших пожилых людей. Начиная с 2015 года эта работа велась очень серьезно, и в начале 2020 года, в январе-феврале, была подготовлена вся документация. Сейчас здесь непривычно пусто из-за режима самоизоляции, хотя какое-то время санаторий успел сослужить добрую службу. Он был обсерваторией для потенциально больных COVID-19. Вновь же свои двери для всех желающих он откроет только после снятия ограничительных мер. А вот новый корпус сможет принять своих пациентов скоро. По планам фирмы «Стройпрогресс» он будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. А значит, отдохнуть и поправить свое здоровье здесь, вдали от городской суеты и наедине с природой, смогут уже не 30 человек, а все 80. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.